Я не буду вдаваться в подробности, какие угрозы в себе несет это соглашение, как чревато это если вообще кто-то подумает, что можно принять такой закон в нашей стране, какие последствия, страшные последствия будут для будущего нашей Абхазии. Просто скажу очень коротко, как бы я оценила, что это такое. Это соглашение, это документ, который регулирует разные вопросы разных сфер в обход законодательства Республики Абхазия, Конституции Республики Абхазия. Это соглашение предусматривает, регулирование таких вопросов, как банк и банковская система, таких вопросов, как землепользование, регулирует вопросы энергетики, регулирует вопросы транспорта или коммуникационных связей и так далее. Но это недопустимо. Во-первых, это соглашение, которое между правительством, между Министерством экономики Абхазии и Экономразвития России. Тогда как в этом соглашении есть эти сферы, которые касаются и энергетики, и землепользования, и банка. А почему только это заключают, они предполагают, что могут заключить два министерства. Но это все вопросы, которые детали, но самое главное, что вот этим соглашением мы пренебрегаем наше законодательство, этим соглашением мы нивелируем вообще действия нашего законодательства, то есть сферы, которые регулируются целыми государственными институтами, мы хотим вот этим отдельным соглашением между международным соглашением. Второе, на что я хотела обратить внимание, то, что это соглашение, вот в результате реализации этого соглашения у нас просто земля будет уходить в собственность не Абхазии, а неизвестно кому. Вот это самое главное, что мы все должны запоминать, что мы теряем земли, мы теряем свою государственность. Я не думаю, что наши депутаты парламента, которые все-таки имеют какое-либо образование, те, кто не имеет, это я не знаю, как с ними быть, но что они не понимают, что заложили они в этом соглашении. И я не думаю, что не понимают это представители власти. Я думаю, что все понимают. Возможно, кто-то не понимает, наверное, но у кого-то есть большой интерес, чтобы это соглашение было принято. Я очень сожалею, что депутаты парламента не захотели, чтобы были общественные обсуждения в парламенте. Тогда те, кто не понимает, услышали бы. Те, кто понимает, поняли бы, что абхазский народ, никогда не согласится, не даст, не позволит принять такое соглашение. Вот они бы поняли и настроение общества, и наши аргументы услышали бы, нашу точку зрения. Вот. Они этого не захотели. Более того, многие депутаты не захотели встречаться со своими избирателями, когда избиратели стали им звонить, просить прийти на встречу, чтобы, по крайней мере, у нас было желание задать эти вопросы и получить на них ответы. Насколько все-таки компетентны они в этом вопросе, насколько они понимают, что это такое. Но они этого не сделали. И, на мой взгляд, те депутаты, которые не захотели встречаться со своими избирателями, те депутаты, которые очень поверхностно отнеслись к этому, на мой взгляд, очень серьезному вопросу, судьбоносному такому, которые очень поверхностно отнеслись и не встретились, они сами себя лишили вот такой легитимности представлять нас в парламенте. И, скорее всего, наступят еще и другие же времена. Как-то мы все равно, в нашей стране суд будет работать. И эти люди будут отвечать.
это вот, понимаете, ответственность, которая наступит без сроков как бы давности. Они должны будут ответить за такие антинародные, антиабхазские решения. Если, не дай бог, кто-то подумает, что они могут голосовать за такие соглашения. Но сегодня мы будем говорить о том, что их голос мы не считаем легитимным, те, кто проголосует за, те, кто не встретились с нами. Вот. Те, кто проигнорировали все те мнения, которые были высказаны экспертами из разных сфер, банкирами, экономистами, предпринимателями, да, обычными там, рядовыми гражданами. Если они не услышали, да, вот, это очень печально. Я хочу вот тоже, как-то у меня такой вопрос возникает. Вот неужели, да, вот мнение всех вот этих экспертов, неужели вот как-то они посчитали, что можно проигнорировать вот знанием этих людей, опытом этих людей, да, образованием? Вот неужели все эти люди, которые занимаются, которые успешно, да, успешные предприниматели, успешные банкиры, да, успешные экономисты, неужели их мнение вообще не значимо для них? Вот меня это удивляет, что сами они, не являясь никакими экспертами, многие из них, не являясь никакими экспертами ни в какой области, они не готовы услышать. Это тоже очень, да, удивляет. Вот. И я думаю, что тоже депутаты не могут говорить, я думаю не так, что это, вот вы думаете, что это угрожает нашей Абхазии, а я вот так не думаю. При этом никаких аргументов нет. Не может никто говорить просто «я так не думаю», не сумев доказать свою вот, да, обратную точку зрения. Завтра мы будем все стоять там. Мы вынуждены будем прийти на площадь, к сожалению, из-за того, что депутатский корпус, парламент так сделал, что мы не смогли нормальных дискуссий получить в обществе. Из-за того, что наше телевидение закрыло нам двери, да, не за то, что на нашем телевидении вообще нет никаких дискуссий, открытых каких-то эфиров. И это нас вынуждает выходить на улицы. И завтра, конечно, мы придем, мы будем там стоять. Но я хочу, чтобы все поняли, что я лично туда приду не потому, что я в оппозиции или поддерживаю оппозицию, или я не согласна с действиями этой власти. Да, я не согласна, но я не приду туда, потому что оппозиция это организовывает. Я приду туда, потому что там надо мне стать, потому что там мой народ, потому что там в этот день решается судьба Абхазии. Ну, иногда приходится свою страну отстаивать с оружием в руках. Но иногда можно потерять страну и без войны. Вот сегодня такая ситуация, когда мы можем потерять страну без боевых действий.